Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что вы со мной зашли на мой канал, смотрите это видео, за вашу невероятную теплую поддержку в комментариях, лайками, за вашу помощь, мои хорошие. Земной вам поклон! Сегодня у нас будет отсыпочка на такую тему. Что ждет с минуты на минуту, со дня на день? Загадайте, пожалуйста, на себя. Давайте вместе посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, что это у вас за шторм происходит? Шторм. С левой стороны волны накатывают. А вы в такой малюсенькой лодочке сидите. И какой-то русал тащит вас вниз. В какую-то как будто бы проблему попали. Либо в передрягу, либо кто-то подставил. Либо кто-то вам нервы делает, да, доводит вас. Прям такое состояние не очень. Но есть и хорошая новость. Скоро все закончится. Вот буквально. У кого-то с минуты на минуту, а у кого-то со дня на день. Шторм этот закончится. Вот это чудовище морское от вас отстанет. И поплывете вы дальше по своим делам. Все будет замечательно. Так, мои милые, отсыпка у нас общая. Пожалуйста, об этом не забывайте. Чужого не берите, но и свое не пропускайте. Ветер, стремительный ветер ворвется в ваш дом. Что-то этот ветер вам принесет, либо кого-то занесет в ваш дом. Вы аж ахнете. Вы этого точно не ждете. Для вас это будет такой сюрприз, такой шок. Сложно будет в это поверить, но именно это и произойдет. Либо здесь какая-то информация, либо какой-то конкретный человек. Ну просто вот как ветер вырывается в ваш дом. Вы же такая: о боже. Да-да-да. Летит, с левой стороны летит. Прям совершенно неожиданно. С правой стороны вижу вас, как будто бы вы за плуг стали и вот спахиваете, да, как борозда идет. Пахота, да, пахота у вас идет. Слушайте, какое тяжелое дело. Вот вы взялись за такое тяжелое дело. Будут сомнения вас одолевать. Знаете, вот такой момент, когда вы думаете: вот зачем я это делаю, да, это ж так тяжело. Смотрите, не бросайте. Подбадривайте себя. Договаривайтесь сами с собой. Главное, не бросайте. Вот если бросите это дело, пожалеете. Вот в прямом смысле слова. Я никого не пугаю, я просто передаю информацию. Работа очень тяжелая, либо дело очень сложное, но бросать ни в коем случае нельзя. Если взялись, если начали, то ни в коем случае не сдавайтесь. За вами очень много, во-первых, глаз наблюдают, и, во-вторых, небеса за вами наблюдают. Вы то, на что подписались, либо то, за что взялись, вы должны довести до ума, закончить. Это очень-очень важно. Очень-очень важно. Вы по прошествии времени, когда закончите, вы поймете, почему это было очень важно. Бросите, жалеть будете. Здесь как второй попытки не будет. Ну, например, вы можете себе сказать, что: ой, мне сейчас тяжело, да, лучше я сейчас отставлю, а потом сил наберусь, вернусь. Так нельзя делать. Вот если взялись, если начали, доделайте до конца, доведите до ума. Это очень-очень важно. И для вас, и для вашего будущего. Для всего важно. Ни в коем случае не бросайте. Так, смотрите, какая у нас тут птица. Птица лететь пытается, а лететь-то некуда. Лететь-то некуда. Какой-то человек вам очень понадобится, а вы то ли контакта не имеете, то ли потеряли. Да, будет у вас тут задачка разыскать этого человека. Срочно нужно пообщаться, либо весточку отправить, а контакта нет. Либо контакт утерян. Да, задача. Задача очень, кстати, сложная. Главное, не нервничайте. Не нервничайте, вы найдете. То, что ищете, вы найдете. Пусть не сразу, пусть не в тот же день, либо не в тот же час, но найдете. Себя научите успокаиваться. Ну и на будущее тоже вам урок.
Отдельно еще записывайте все важные контакты. Не только там в телефоне храните, но еще отдельно лучше. Да? Вот этот старый блокнот. Помните, в старые времена мы все в блокноты записывали, там, либо в тетрадочке, ну, у кого что было. Да, это, кстати, хорошая мысль. И стоит отдельно выписать важные контакты. Ну, все в жизни бывает. Да? Это же техника. Техника подведет. А то, что написано, уже все на века проверено. Так, дальше. Вы раскроете какой-то секрет. Прям в прямом смысле слова раскроете. Видите, веревка ведет к филину. Вы сначала эту веревочку найдете, за нее подтянете и вспугнете этого большого филина. Может быть, люди что-то хотели втихую сделать за вашей спиной. Да, что-то, может быть, даже нехорошее хотели сделать. А вы их просто возьмете, да и вспугнете, чтобы неповадно было. Да? Неповадно было делать такие вещи. Ну, либо кто-то уже что-то сделал и думает, ага, я умный, я все спрячу, никто не узнает, будет все шито-крыто. А вы найдете, а вы раскроете, а вы правду узнаете. Слушайте, ну вы молодец, и так держать, вас ведет ваша интуиция, и плюс ангел вас ведет, указывает, подсказывает, направляет. Так, человек тут у вас лежит, развалился, бесить вас будет. Ой, попадется он под вашу горячую ручку. Слушайте, ну правда, то ли ленивый, то ли оборзевший, то ли... Но вот зря он так, зря. Очень вы разозлитесь на этого человека. Но кто-то проявляет действительно ленность, кто-то вот себя несостоятельным показывает. Может быть, это кто-то из домашних, может быть, на работе какой-то сотрудник, может быть, это сотрудник какой-то организации. Ой, как вас это разозлит, ой, как разозлит. Вы тут все скажете, выскажете и такого порядка наведете. Человек вас будет вспоминать, долгие годы будет вспоминать вас, вашу реакцию и те все прекрасные слова, которые вы ему либо ей скажете. Ну и правда, смотрите, развалился, ничего делать не хочет. И вы такая. В чем дело, да? Чего отдыхаем? Да, разгона тут дадите. Ну и правильно, ну и правильно. Так, еще стрелец у вас выходит. Человек-стрелец. Стрела есть, лук есть, а цели нет. Кто-то занимается чем-то не тем, либо человек, действительно, перед человеком нужно поставить задачу. Может быть, это кто-то из своих. Да? Человек не против что-то делать, выполнять, добиваться, но не знает, куда идти, где себя применить. Может быть, просто подсказать, да, направление показать человеку. Тут ругаться вы точно не будете, но какие-то подсказочки будете давать, это точно. Дороги, движения, причем... То ли вы себя отговариваете и говорите, ну да, я хочу пойти, но потом такая, нет, я устала, я не пойду. Но то ли вы настроились, нацелились, а вам говорят, вот сегодня не иди, либо сегодня там закрыто будет, да, неприемный день. Вот как несколько раз будет такая ситуация повторяться. Вроде планы есть, намерения есть, но потом что-то мешает, либо что-то отменяется, либо вы сами себе отменяете. Вот несколько раз ситуация у вас повторяется. Дальше, мои хорошие, ухаживает за вами кто-то. Ой, перед вами тут мужчина, и так, и сяк, и там комплименты, и красивые слова, и прям на глаза вам попадается, под ноги вам стелется, ну прям глазки такие, ах, влюбленные. Ну, девочки, если этот мужчина вам нравится, просто все чудесно, все замечательно, он старается, вы принимаете, тут любовь, влюбленность, романтика. И если мужчина вам не нравится, либо вас этот мужчина, может быть, напрягает, да, вот своим таким поведением, ну вот лащится он к вам, то будете от него просто бегать, прятаться, выглядывать, там, где он, не увидит ли меня случайно. Да, и так может отыграться, но это с левой стороны, и так может отыграться. Но он прям так намерен вас добиться, да, не дает вам проходу. Улей у вас тут вышел, улей. Все пчелы будут разлетаться в разные стороны. Много работы, очень много работы. Люди будут трудиться, работать. Причем цели, да, будут поставлены очень
жесткие и малодостижимые цели, и прям будут спрашивать очень строго. Если вы работаете на кого-то, если там большое предприятие, то готовьтесь к тому, что руководство будет лютовать, и вам, конечно, да не только вам, всем сотрудникам, ну, будет немножечко жарковато. Если вы работаете с клиентами, там, даже сами на себя работаете с клиентами, будут приходить такие требовательные, что попробуй угоди, да, немножечко будут раздражать. Вот, кстати, на работе будете уставать. Напряжение чувствуется, напряжение, тяжелые задачи, малодостижимые цели. И вот всем нужно сейчас, срочно, и чтобы самым лучшим образом, и чтобы все четко, в самые короткие сроки. Господи, ну замучаетесь немножко на работе, прям усталость почувствуете. У кого-то такой день будет, а у кого-то прям все дни подряд такими, к сожалению, будут. Ну, видите, все бывает в жизни, да, никто ничего не застрахован. Так, и еще чуть выше. Курочка общипанная, очень худенькая. Курочка с вашей стороны. Женщина в очень незащищенном таком состоянии, положении. Может быть, кто-то из ваших знакомых женщин. Прям захочется ей помочь и защитить. Возможно, действительно будете ей что-то давать, отдавать. Кто-то денег будет занимать, кто-то вещи какие-то будет давать, кто-то будет утешать знакомую женщину. Но правда, она такая несчастная. Но вот жалко ее, в сложную ситуацию какую-то попала. Так, хорек у вас выходит. Ну, хорек — это хитрость, это ловкость, это хитрость и в какой-то степени опасность. Хитрый персонаж, хитрый человек. Кстати, невысокого роста. Вот такая вам подсказочка, да, невысокого роста человек. Прям будет пытаться вам что-то, я не знаю, то ли продать, то ли навязать. Будьте поосторожней, будьте поосторожней. Я понимаю, что вы и без меня это все знаете, но тем не менее бывают такие хитрецы, которые любого могут провести. Будьте поосторожней, мои хорошие. Так, дальше. Женщина-родственница. Женщина-родственница, причем не кровная родственница, действующая родственница, либо, ну, может быть, бывшего вашего какая-то там мама, бабушка, сестра. Как-то она успокоиться не может. Как-то она не может успокоиться, постоянно на вас как бочку катит, да, вот какие-то обвинения, до вас, может быть, какие-то слухи дойдут, что она вот прям все стрелки на вас поворачивая, да, обвиняет в чем-то, гадости про вас говорит. Слушайте, ну, дуракам закон не писан. Ну вот тут ничего не поделаешь. У человека вавка в голове. Хоть объясняй, хоть доказывай, и ничего не сделаешь. Ну, у человека уже все. Может быть, старческий маразм, да, отклонения пошли, непоправимые. Не обращайте просто внимания и все. Никому вы ничего не должны доказывать, ни перед кем вы не должны оправдываться. С ней разговаривать вообще бесполезно. Даже если родится такая мысль в вашей голове, ну, бесполезно, только расстроитесь больше. Вот. А ей, видно, заняться в жизни нечем. Все время везде ходит врагов ищет, да, либо уши свободные, кому можно пожаловаться на свою несчастную жизнь. Все, вот так ей скажите, иди с Богом, да, все, не хочу ни знать, ни слышать. И не обращайте внимания от слова совсем, вообще, фу, все, пусть ее для вас не будет, не существует. Относитесь как к больному человеку, но оно так и есть, больной человек. Так, девочки, муж чей-то отличится, муж настоящий, действующий, либо бывший муж. А у кого-то, кстати, будущий муж. Да, ну вот идет как муж. Человек, который считает, что имеет на вас все права. Вот, поэтому и муж. Смотрите, чем отличиться? Отличиться каким-то действием, каким-то поступком благородного характера. То есть человек может что-то приобрести, чем-то помочь, где-то вписаться. То есть, ну, покажет, что он, да, действительно муж, хоть и, например, бывший, но муж, да, может за вас заступиться, либо вам чем-то помочь, ну, либо будущий муж, то же самое, настоящий, действующий, вернее, да, настоящий действующий муж тоже может что-то сделать такое, чем заслужит вашу похвалу, и даже гордиться им будете. Но молодец, молодец. Вы все разные, к сожалению, не могу сказать, что за поступок, что за действие, но вам это понравится, вам это будет приятно. Ну, а кто-то прям, ну, счастье поймает, потому что мужчина, может быть, давно ничего не делал, ничем вас таким хорошим не удивлял.
Смотрите, здесь в самом центре у вас очень красивый цветочек скоро распустится. Уже стрелу дал цветочек, да, вот бутон дал. Это пока бутон, это еще не сам цветок. Бутон. Значит, не форсируйте события, не пытайтесь этот бутон руками открыть, дайте ему время. Он должен, грубо говоря, подрасти еще, да, набраться сил, и только тогда он раскроется. Я понимаю, что многие давно ждали этого цветения, но это какое-то яркое, доброе событие в вашей жизни, и вы его давно ждали, о нем мечтали. И прям хочется его ускорить. Ни в коем случае этого не делайте, иначе вы все можете подпортить, сами себе подпортить. Дождитесь. Это случится не в ближайшие дни, это случится, возможно, на следующей неделе. Ну, не дольше, чем 10 дней. Вот, пожалуйста, не испортите все сейчас. Так, еще вижу, что вы какой-то женщине язык показываете. Ну, скорее всего, в переносном смысле этого слова. Ну, дразните, вы ее дразните. Вы ей нос утираете. Такая, смотри на меня. Слушайте, как же она взбесится. Она так себя скверно будет вести, я бы даже сказала, позориться перед другими людьми. Еще и посмешищем станет. Ну, а вы будете торжествовать, а вы будете ликовать. Да, может быть, она это все заслужила. Плюс я вижу, что вы человек спокойный. Видно, вас спровоцировали на такое действие. Ну, вот, пожалуйста, провокаторша, получай. Да, все с нее будут смеяться, а вы собой будете очень сильно довольны. Так, мои хорошие, на этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.